Сегодня на набережной Махаджиров проходит первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза», организованный Всемирно-Абхазо-Абазинским конгрессом при поддержке Международного абазино-абхазского объединения «Алашара». Как отмечает исполнительный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Инар Гицба, главная задача фестиваля – это сближение наших народов. Спортивно-культурный фестиваль «Абаза» проводится в Абхазии впервые. Целью фестиваля является прежде всего презентация и популяризация абазинской культуры наших братьев, которые проживают на Северном Кавказе, в частности в Карачаево-Черкесской республике. Презентация их быта, их традиций, показать схожесть нашей культуры, то, что мы один народ, корни одни. У нас и музейные экспозиции в принципе демонстрируют, что исторические предметы быта идентичны. Потом памятники историко-культурного наследия, которые сохранились на территории проживания абазинского народа, и памятники историко-культурного наследия, которые сохранились у нас, в принципе идентичны. В выставочном шатре на площади перед Абхазским драмтеатром организаторы фестиваля развернули выставку Абхазского государственного музея и музея села Эль-Бурган. Мухаммед Туков, собиратель и хранитель старины, привез с собой национальные костюмы, фотографии и описание экспонатов из личной коллекции. Здесь представляют культурное наследие абаза народа. Абаза народ составляют абазины, которые проживают на территории Карачаево-Черкесской республики и в республике Абхазия. Это один народ, которые лет 200 назад разъединились и просто говорят на одном языке, но с различными диалектами. Я могу прекрасно говорить с абхазцами, но на своем диалекте, и они наоборот. Здесь встречаемся, общаемся, узнаем друг друга, и после этого многие наши соотечественники, которые волею судьбы оказались на чужбине и забыли свой родной язык, стали растворяться, у них проснулась совесть, и многие после этих конгрессов начали брать у нас буквари, словари, просят даже преподавателей родного языка, чтобы там на месте в Турции, Сирии, Иордании обучали вот этих детей родному языку. Здесь развернут фудкорт. Гостям представлена абазинская кухня. Ее презентовали сотрудницы из Координационного совета женщин Абсадгил при Международном абазино-абхазском объединении «Алашара». Приехали к вам показать, как мы живем, как мы готовим, что мы на что готовим, на свадьбу, на выдание. Потом, когда у нас говорят галаргуб, когда ребенок начинает только ходить. И вот эти все блюда у вас здесь стоят. Вот это называется халюа колка. Это на свадьбу делается. Это чаш на свадьбу, каждый день бывает делается для дома, для всего. Это хатык. Хатык кушается, знаете, со сметаной и с калмыцким чаем. У нас чай делается на черном перце и на сметане. Потом у нас капрон, это называется, традиционно очень красивое. Потом у нас идет ханкел халюа. Вот это делается из теста. Тесто мы разрезаем мелкими кусочками. Это все жарится. Потом соединяется. Можно с медом, можно конфеты карамелью пропустить. И мы их делаем квадратными. И потом режем, как хотим. Ромбиками, сердечками. На свадьбу, на все это. Потом у нас идет, вот вы видите, курей мы варим. Из бульона мы делаем дзырдза. Это называется у нас ктуш-дзырдза. Потом у нас баста. Баста у нас бывает белая, желтая. У нас есть вот мамалыга с сушеным мясом. Потом у нас стоит чамука. Чамука, оно очень такое сытное. Оно делается из домашней сметаны, первого сыра. И добавляется немножко кукурузной муки. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» завершился концертом, в котором приняли участие театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесии, а также артисты абхазской эстрады. Оксана Топагуа, Михаил Братухин, медиаклуб «Апснеяхя».